Ремонтные работы по замене коммуникационных сетей по улице Джонуа в столице продолжаются более недели. Мэр столицы ежедневно проверяет ход ремонтных работ. Капитальный ремонт коммуникации осложняется проблемами, которые возникают в ходе работ. Глубина котлована 6 метров, ширина составляет 5 метров. По словам главного инженера фирмы «Астория Аквасервис», приходится одно и то же место несколько раз расчищать, так как грунт пропитался водой, и образованная глина проваливается в яму, что осложняет работу ремонтников. То есть в любом случае ширина уже траншеи у нас больше 5 метров, уже не получается. И нам приходится одно и то же место по 2-3 раза прочищать. То есть он выкапывает, спускается вниз, потом еще раз выкапывает. Поэтому по времени у нас чуть-чуть задержка. Ну, быстрее фактически не получается. До часу ночи, иногда вот вчера до 3 ночи люди работали, чтобы хотя бы успеть отойти от колодца, засыпать, чтобы вода не заливалась сюда. Будем стараться, вот, я не знаю, сегодня или ночью, или завтра уже до следующего колодца дойти, чтобы запустить вот эти дома уже в новую линию. Подготовительные работы по смене 44-метровой трубы под подачу воды в городе будут закончены через 3 дня. Начальник жилищно-коммунального департамента Юрий Дбар отметил, что так как дорога по улице Лакоба значительно стала уже, а глубина котлована 6 метров, опасно пускать общественный транспорт до конца ремонтных работ. Замена 44 метров старой трубы, мы ее скрыли, значит, для того, чтобы заменить ту, которая прогнила. Ей уже много десятков лет. Значит, тот участок, где заходит в чугун, мы до него дошли, туда можно, значит, присоединиться. Нашли новый колодец, который был заасфальтирован тоже многие годы, еще при Советском Союзе. Его тоже пробили, почистили, восстановим, приведем в порядок, чтобы один раз уйти с этого перекрестка, не возвращаться, потому что если одна служба закончит свою работу, и нам через месяц приходить скрывать, нас горожане не поймут. Очень тяжелая ситуация именно с парком троллейбусного. Пару дней, я думаю, мы их уже начнем пропускать. С людьми проезжать на этом участке небезопасно. Многие машины, КАМАЗы, которые уже сами уже не подъезжают, потому что обвал идет в территории. Также на этой территории идет расчистка и обрезка деревьев. Элана Какаля, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум.